Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши-Икшара. Сегодня в программе. Реставрация смотровой площадки Сухумской горы близится к завершению. В Сухуме прошла пресс-конференция романтической комедии молодого и талантливого режиссера Османа Тарба. Семьям погибших добровольцев из Абхазии Давида Сабеки, Дмитрия Алпатова, Тимури Харайшвили, Марзакана Ачба и Шамиля Дасаня вручили Георгиевские кресты первой степени за смелость, мужество и героизм, проявленные в полях СВО. Золотую звезду Героя волонтерского и общественного труда посмертно присвоили Владимиру Харабуа, погибшему во время выполнения боевого задания. Мероприятие было организовано общественной организацией «Доброволец». Двое жителей Гудаутского района обвиняются в совершении разбойного нападения. Житель села Приморская Матуа Феликс Асланович, 2002 года рождения, и житель села Лыхны Барцис Никита Олегович, 2005 года рождения, напали на железнодорожных путях напротив Бамборской улицы в городе Гудаута на человека. Отобрали у него наплечную сумку и похитили деньги. При себе нападавшие имели газобаллонный пистолет и биту. Преступление оперативно раскрыто сотрудниками милиции. Вот уже более 8 месяцев в Государственном комитете по экологии ведутся ремонтно-восстановительные работы. Эти расходы предусмотрены республиканским бюджетом на текущий год. Общий объем на 2 года – более 33 миллионов рублей. На какой стадии ремонт и когда он будет завершен, узнавала Шазина Ханагуа. Помещение Государственного комитета по экологии давно нуждалось в ремонте. Его состояние было плачевным. Напольное покрытие пришло в негодность, на стенах грибок и сырость, старая краска отслоилась и осыпалась. В этом здании комитет находится с 1994 года, и с тех пор здесь не проводился даже косметический ремонт. Следует отметить, что во время обильных дождей само помещение не раз затапливало. Вода попадала извне. Вот сверху, когда вода, дожди, ливневые дожди были, 2 раза затапливала. Во всем помещении Госкомитета по экологии от начала до конца стояла вода. Это все вычерпывалось ведрами, подручными средствами, высушивали, так работали. В прошлом году на заседании Кабинета министров было решено выделить нам средства и сделать капитальный ремонт. Ремонтно-восстановительные работы в помещении были начаты летом прошлого года и были разбиты по частям. Из-за сырости под обшивкой в начале проведения работ было принято решение отбить всю штукатурку и заменить проводку. Полы подняли на 20 сантиметров. С новым электричеством и компьютеры бесперебойно будут работать. Была такая ситуация, что мы не могли все вместе включить компьютеры или обогревающие приборы. Это обязательно замыкание, это обязательно какой-нибудь ЧП. Сам коллектив находится в том крыле, а мы, когда начинали ремонт, освободили вот эту половину, но пришлось все освобождать, и поэтому мы все как-то вот все вместе там в тех кабинетах разместились, работа продолжается, идет. Все электрические провода вывели туда, все кабеля вывели туда. Как только закончится вот с этой стороны, мы все перейдем сюда, и то крыло отдадим им. Во время съемок специалисты занимались монтажом теплого пола. Это кабельная система обогрева повышенной надежности, которая может использоваться и как система комфортного обогрева пола, и как основная система отопления. Это все шланги ложу, вот так вот проводим каждый отсек. И вот здесь ящик ставим сейчас, вот пробили мы вот. Это сейчас это грубая работа, видите. Ящик ставим и подключаем, потом каждый отсек. Захотели, выключили, тепло, слишком тепло, регулируем. Завершено, вот подключено, вот сейчас ящик ставим, и вот эти шланги проводим туда. И вот провод, вот видите, вот такой гофра. Мы провели, подключаем, там поставим этот агрегат, вот там лежит водонагреватель, бак, котел называется. Ставим и подключаем все. 16 комнат и не считай коридора. Оттуда все мы уже положили, все отсеки, кабинеты, все уже положено. Вот эти шланги, видите? Все положено. Просто осталось подключить горячую воду.
и все готово. Потом в дальнейшем там, сейчас они работают там, это как сделается, а туда перейдем потом. В середине прошлого года Госкомитет по экологии обратился в правительство с просьбой о проведении необходимых ремонтно-восстановительных работ в помещении по улице Академика Сахарова в Сухуме. По поручению правительства было проведено обследование помещения и установлены серьезные повреждения, из-за чего сотрудники Госкомитета по экологии не могли выполнять свои служебные обязанности. После чего была подготовлена проектно-сметная документация. И с учетом этих обстоятельств поэтапно началось финансирование работ. Эти расходы предусмотрены республиканским бюджетом и на текущий год. Общий объем на 2 года более 33 миллионов рублей. Шазина Ханагуа, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Реставрация смотровой площадки Сухумской горы близится к завершению. Работы по восстановлению излюбленной жителями и гостями столицы площадки были начаты в мае прошлого года. Сметная стоимость проекта свыше 9,5 миллионов рублей. Средства выделены из городского бюджета. Сухумская гора, с высоты которой открываются удивительные пейзажи, в действительности прекрасное место, полюбившееся не только жителям столицы, но и гостям республики. В прошлом году на смотровой площадке были начаты реставрационные работы, которые, согласно плану администрации города, полностью вернут этому чудесному месту первозданный вид. В скором времени, в течение 2 месяцев, жители города вновь смогут наслаждаться прекрасными видами столицы с высоты Сухумской горы. Монтируют электрические приборы, освещение, и также красят нижнюю часть колоннады. Ведутся работы по восстановлению фонтана. Много недостающих элементов выявляются в процессе работ. Их восстанавливают, отливают на месте. Что-то на месте, что-то в цеху. В процессе в течение 2 месяцев планируется завершить. Работы должны были завершиться раньше, до Нового года, но в ход реставрации вмешалась непредсказуемая погода, и сроки сдачи объекта немного сдвинулись. Как рассказала Астамур Пипия, смотровая площадка, как и фонтан, будут восстановлены в первоначальном виде. За ходом работ пристально следят архитекторы столицы. Все в первоначальном виде, и фонтан, и арка, и ограждение по дороге, все это в первозданном виде. Только подсветка, то, что мы добавили в процессе реконструкции и реставрации. Для восстановления первоначального вида смотровой площадки, по словам Астамура Пипия, все стены были полностью очищены от краски и старой штукатурки. В ходе работ также были выявлены элементы декора, которые необходимо было заменить. Здесь полностью заменена кровля, полностью отбили практически всю штукатурную часть фасада. Также в процессе работ были выявлены недостающие элементы декора. Также элементы декора отливались. При малярных работах были элементы, которые, допустим, старые, но не подходят под реставрацию и невозможно восстановить его в первозданном виде, и мы их в процессе меняли. Все работы проводятся за счет администрации города Сухум. Общая смета составила 9,5 миллионов рублей. Рада Чачава, Заур Кварча, Абхазское телевидение. В Цхинвале на сцене Госдрамтеатра состоялся благотворительный концерт Государственного оркестра народных инструментов «Айзалд» в поддержку фонда Национальной картинной галереи Абхазии. Зрителям были представлены более 20 музыкальных номеров, а также прозвучали классические произведения в современном исполнении. Все вырученные средства от продажи билетов будут зачислены на специальный счет Минкультуры Абхазии. Временно исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр лично поблагодарила министра культуры Раду Дзагоеву и всю творческую интеллигенцию Южной Осетии за проявленную инициативу и поддержку. Почти 2 тонны мимозы экспортировано из Абхазии в Россию. За аналогичный период прошлого года в Россию было вывезено более 5 тонн, сообщает пресс-служба КТК. Нынешний сезон поставок мимозы начался с первых дней февраля и продлится вплоть до 8 марта. Радость и гордость – такие чувства вызывает творческая молодежь нашей страны. В Сухуме прошла пресс-конференция авторов короткометражного фильма «Только не падай». Подробности в репортаже Ульяны Рожковой.
В Абхазии все больше молодых людей начинают проявлять способности к режиссуре. В основном это короткометражные фильмы, но и они вызывают бурный ажиотаж и интерес среди всех поколений. Одним из начинающих, но уже талантливых режиссеров является Осман Тарба, который проходил обучение в Высшей школе кино и телевидения Останкино. Для Османа «Только не падай» уже не первая работа. Свой дебют он снял еще будучи студентом. Это мой второй фильм. Да, первый фильм он у меня совсем небольшой, там тоже короткометражный фильм, сколько он у меня, на минут 6 где-то. Вот. Ну и первая это была моя работа, я ее еще снимал во время студенчества. Вот. И вторая работа вот сейчас. Жанр романтическая комедия в нашей стране встречается редко, но очень завлекателен и выбивается из форматов для Абхазии, поделился Осман. Также важный аспект в съемке любого фильма занимает подборка актеров. Именно они передают всю атмосферу и наполняют картину жизнью и красками. Честно говоря, с этим такие небольшие проблемы возникли, сложно было подбирать, но в итоге мы справились так по рекомендациям чьим-то, либо сам кого-то уже заранее приметил. Не, прям полноценного кастинга не было. Мы там отбирали. У нас вот парень был, который на тот момент он в Русдраме работал. Вот, мы его взяли без кастинга. Решили, что, в принципе, можно без кастинга справиться. Вот. Ну и остальные ребята так. Я просто вот с большинством был знаком, и поэтому как-то знал, на что они способны. И... Премьера фильма для съемочной группы состоится 14 февраля на культурно-деловой площадке ГУМа, а 16 февраля пройдет открытый показ фильма «Только не падай» в Доме культуры города Новый Афон. Все желающие смогут посмотреть совсем новую и интересную картину. Также фильм можно будет увидеть в домашнем кинотеатре интернет-провайдеров «Ахом» и «Система». На этом съемочная группа Османа не останавливается. Молодые люди планируют еще много проектов и съемок на территории Абхазии. Ульяна Рожкова, Тимур Гугойхия, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 14 февраля на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 7-12, днем 15-20 градусов, температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.